Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Накануне на совещании в правительстве премьер-министр Абхазии Валерий Бганба говорил о необходимости государственной таможенной службе республики ужесточить контроль над отделом по борьбе с контрабандой. О работе таможни по борьбе с контрабандой в репортаже Сарии Смар. Буквально вчера в селе Хяцха Галского района в одном из торговых объектов сотрудниками таможни была обнаружена и изъята крупная партия алкогольной продукции, произведенной на территории Грузии. По факту составлен первичный материал об административном правонарушении и передан в отдел дознания и таможенных расследований. Изъятая алкогольная продукция представляет собой 320 пластиковых маркированных емкостей по 3 литра, произведенная на винных заводах Грузии, общим объемом 960 литров. Отдел Государственного таможенного комитета по борьбе с контрабандой проводит активную работу по пресечению ввоза на территорию республики контрафактной продукции, а также товаров из Грузии. Таким образом, в течение года в ходе профилактических работ было изъято около 2000 пачек табачной продукции на общую сумму 297 040 рублей. Наиболее крупные партии табака были обнаружены в Гагре, на центральном рынке поселка Цендрыпш и на КПП ПСО. Сотрудники отдела часто изымают минеральную воду и алкогольную продукцию, произведенную в Грузии. Так, в течение года сотрудники отдела по борьбе с контрабандой обнаружили и изъяли товар, а именно вина и воды в количестве 202 бутылки в селе Хяцха. На таможенном посту Ингур 180 бутылок газированной воды, 100 литров спирта и коньяка в таком же объеме. Все материалы по данным административным правонарушениям переданы в отдел дознания. Таможенный комитет продолжает свою работу. Сария Смар, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Действительный госсоветник России Инал Ардзинба назначен председателем Совета по делам молодежи при патриархе всея Руси Кирилле. О создании общественного движения на пресс-конференции в ТАСС рассказали председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Лигойда, специальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам российско-американских гуманитарных связей актер Стивен Сигал, экс-глава управделами президента Российской Федерации, меценат Павел Бородин и другие. Инал Ардзинба зачитал приветствие от патриарха и заявил, что задача Совета состоит в обсуждении проблем молодежи и нахождении вариантов их решения. Это межконфессиональный общественный орган, который будет заниматься очень важными гуманитарными социальными проектами. И мы здесь все хотим вам рассказать о том, чем мы будем заниматься. Это прежде всего проекты в социальной сфере, это проекты в благотворительной сфере, это проекты, связанные с образованием, с внедрением информационных технологий, которые сейчас оказывают такое серьезное влияние на нашу жизнь. И, собственно говоря, содержание нашей работы мы сегодня вам представим, и мы очень надеемся на то, что у нас появятся сторонники. С вашей помощью, уважаемые представители средств массовой информации, мы хотели бы привлечь сторонников, мы хотели бы все вместе решать вопросы, связанные с молодежной политикой, поскольку вызовы в сфере молодежной политики весьма серьезные, они, безусловно, требуют консолидации усилий. Друзья, я хотел бы сказать, что наш совет благословил Святейший, наш патриарх, и, уважаемые друзья, я имею честь вам зачитать то, что Святейший подчеркнул в качестве важного приоритета в нашей работе. Хотел бы особо отметить необходимость сохранять деловой и конструктивный настрой в деятельности Совета, в работе которого важен спокойный и серьезный диалог с молодыми людьми, неподдельный интерес к их проблемам, открытие для них реальных путей и возможностей изменить свою жизнь к лучшему. Убежден в том, что вот эти мудрые мысли должны пронизывать всю нашу работу. И я исхожу из того, что наш совет будет реально действующим органом, действенным самое главное. И меры, которые мы будем предпринимать, будут представлять реальную полезность для нашего общества. Пограничная полиция Молдавии не впустила в страну делегацию Абхазии, направлявшуюся в Приднестровье. Глава администрации Гудаутского района Абхазии Руслан Ладари и глава официального представительства ПМР в Абхазии Гарри Купалба направлялись в Приднестровье на празднование Дня города Дубасары. В Приднестровском МИД расценили инцидент в аэропорту города Кишинева как очередной факт ограничения свободы передвижения и попытку ограничить международные контакты.
Это свидетельствует о сохранении деструктивных подходов молдавской стороны, подчеркнули в ведомстве. Между тем, у Гудаутского района с городом Дубасары установлены побратимские отношения. В прошлом году был подписан соответствующий документ. И это должен был быть ответный визит, приуроченный ко дню города Дубасары. Премьер-министр Республики Абхазия Валерий Бганба подписал распоряжение о создании комиссии по организации похорон члена Союза журналистов СССР и Абхазии, заслуженного деятеля культуры Абхазской АССР, заслуженного журналиста Республики Абхазия Сергея Михайловича Квициния. Комиссию возглавляет советник президента Владимир Зантария. Ушел из жизни жрец Дедрепчныха Заур Давидович Чичба. Как сказал обснопресс-советник президента Владимир Зантария, Заур Чичба был очень уважаемым человеком. Среди жрецов Абхазии Заур Чичба считался самым почетным. Все прислушивались к его мнению, потому что он был мудр. Редко кому доверяли быть жрецом. Заур Чичба нес этот титул с достоинством и честью на протяжении нескольких десятилетий. Он являлся носителем древних духовных и культурных ценностей абхазского народа. В рамках проекта «Лаборатория универсального дизайна» в столице уже третий день проходит семинар «Доступная среда», организованный Ассоциацией инвасодействия. В нем принимают участие люди с ограниченными возможностями развития из всех районов республики, а также представители столичных управлений горстрой, образования и архитектуры. Семинар проводит приглашенный из России эксперт по организации доступной среды и универсальному дизайну Елена Леонтьева. На семинаре побывали и наши корреспонденты. Репортаж Алики Трапш. Сегодня маломобильные группы населения сталкиваются с разными физическими барьерами, которые не позволяют им посещать различные учреждения, пользоваться транспортом, быть интегрированными в жизнь общества. Говоря о доступной среде людей с ограниченными возможностями, необходимо учитывать универсальный подход. Здания и другие объекты, открытые для населения, должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы для инвалидов они были доступны. Приглашенный из России эксперт по доступной среде и универсальному дизайну Елена Леонтьева не понаслышке знает обо всех этих проблемах, так как она сама на инвалидной коляске. И на семинаре она рассказывала о том, что такое удобная, комфортная, доступная среда и универсальный дизайн. Доступная среда – это создание среды конкретно под какую-то категорию людей, то есть под людей на колясках, под людей, кто плохо видит или кто плохо слышит. И в этот момент могут возникнуть конфликты с обычными людьми. То есть то, что удобно для человека, скажем, незрячего, оно создает проблемы для обычного населения. Такие конфликты всегда будут, потому что пространство общее. А универсальный дизайн говорит, что нужно находить такие решения, которые бы были удобны всему обществу. То есть находить гармонию, находить консенсус и общее решение. Вот я этому учу. Семинар «Доступная среда» состоит из двух частей – теоретической и практической. После теории участники семинара перейдут к практическим занятиям. Они проведут экспертизу в нескольких городских объектах, чтобы проверить, насколько они приспособлены для обслуживания маломобильных групп населения. Мы берем, конечно, в приоритет это социальная сфера, здравоохранение и система образования. Хотим попасть в Собес, в новое здание, и там посмотреть тоже, потому что мы вместе с горстроем и с администрацией города этот объект вели, и он сейчас уже фактически начал функционировать в новых помещениях, и мы как раз там отмониторим ситуацию. Потом мы хотим попасть в третью школу тоже, которая у нас с элементами такой стихийной инклюзии, потому что там есть ребята, скажем, на колясках кто-то и так далее, кто учатся, но недавно сданный тоже объект, кстати говоря, но есть немало элементов недоступных, неправильно сделанных. И мы будем как раз проводить экспертизу для того, чтобы затем общими усилиями с городом, надеюсь, с Министерством образования, наконец, да, мы сможем приступить к тому, чтобы эти недочеты там устранить. Ассоциация инвасодействия не в первый раз проводит семинары по доступной среде и универсальному дизайну. К примеру, результаты предыдущих семинаров можно увидеть в городской клинической больнице и городских поликлиниках номер 2 и номер 3. Там силами столичной администрации были установлены новые пандусы. Алика Трапш, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.
В Сухуми в Доме Москвы пройдет круглый стол, посвященный вопросам сотрудничества России и Абхазии в области науки и инноваций. Организатор мероприятия – организация Лик Групп. Инициатива проведения круглого стола принадлежит Россотрудничеству. В рамках круглого стола российскими и абхазскими экспертами будут представлены современные подходы к планированию и реализации высокотехнологичных наукоемких проектов и программ. Инноваторам, координаторам научной и инновационной деятельности от органов власти и представителям учебных учреждений расскажут о возможностях, которые предоставляют научные и образовательные организации России для реализации потенциала абхазских ученых и предпринимателей. Непогода накрыла Краснодарский край. Накануне из-за выпадения 119 миллиметров осадков на 6 часов произошло частичное затопление 19 населенных пунктов Туапсинского района. Оказались потоплены более 1240 домовладений. Жертвами паводка в Туапсинском районе Краснодарского края стали 2 человека. Еще один считается пропавшим без вести. В 22 населенных пунктах Туапсинского и Апшеронского районов проведена эвакуация более 360 человек. В Сочи также продолжает действовать штормовое предупреждение. Сильные дожди и подтопления стали причиной прекращения движения на федеральной трассе. В районе населенного пункта Макупсе поврежден мост, разрушено дорожное полотно, размыта одна из опор. На участке федеральной трассы, ведущей от Джубги до границы с Абхазией, во время непогоды упали камни. Автомобильные дороги расчищаются. Уже освобожден проезд для машин скорой помощи и транспорта на трассе Туапсе-Майкоп. Кроме того, из-за сильных дождей подтопило железнодорожные пути в Туапсинском районе. Движение по железной дороге прервано, задержано не менее 10 поездов. МЧС Абхазии предложила российским коллегам свою помощь в ликвидации последствий стихий в Краснодарском крае. Министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квицини обратился с соответствующим письмом к министру Российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгению Зиничеву, в котором сообщается о полной готовности направить силы и средства МЧС Абхазии в Краснодарский край для эффективной ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Мы готовы выехать, спасатели, технику необходимую, но учитывая наши возможности, то около 10 единиц техники, в том числе и карета скорой помощи, аварийно-спасательные машины и так далее. И в количестве 50 человек мы готовы в течение часа-полтора выехать и оказать содействие. Помимо всего этого мы готовы принять пострадавших на территории Абхазии, если есть такая необходимость, разместить здесь. Ситуация, в общем, на территории Абхазии, если говорить, то стабильная. Мы ожидали, было опасение, что будет шторм, будет сильный ветер и проливные дожди. Но пока что все подразделения наши во всех районах приведены в усиленную службу, несение службы. То есть мы готовы и ситуацию контролируем. Абхазские синоптики тоже предупреждали о сильных дождях и ветре, но, похоже, непогода обошла нас стороной, хотя штормовое предупреждение пока не отменялось. Ухудшение погоды значительно было в Туапсе, пока что наблюдается. А на территории Абхазии были локальные процессы в некоторых районах. И все службы были заранее предупреждены, и не было задержки, и без сложных последствий все решено сразу же. В данный момент уровень воды в реках, как мы вчера и предупреждали, значительно возрос, но не до такой отметки, чтобы были подтопления. До конца этих суток штормовое предупреждение сохраняется. Однако в пятницу уже погода будет улучшаться. В субботу установится антициклон, и постепенно воздух будет прогреваться, так как к нам уже будут заходить теплые массы воздуха с юга. Итак, по сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается погода. Ожидается дождь, местами возможен град. В предгорьях дождь со снегом, в горах снег. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 12-17 тепла. Температура морской воды плюс 20.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.